В рамках протокольной встречи Махмуд Али Калиматов ознакомил Сергея Назарова с задачами, которые требуют особого внимания. В актуальной повестке региона сегодня значатся вопросы, касающиеся развития туризма, создания эффективно работающей системы ЖКХ, исполнения мероприятий пилотной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Сергей Назаров отметил, что пилотную программу, которая уже реализуется в 3 регионах России, необходимо довести до конечного результата. Состояние вообще-то жилищно-коммунального хозяйства особо важное, потому что мы оплату коммунальных платежей, больницы, школы, мы довели это до 100% и больше. Для нас очень важно это, мы стараемся. У нас есть обращение еще субъектов включиться в эту программу. У нас решение пока по 3. Честно говоря, у нас большое желание, чтобы мы совместными усилиями довели это действительно до такого хорошего результата, до стандарта, с учетом того, что там и программный продукт, мы сейчас обсудим, который позволяет там базу анализировать. Сейчас, соответственно, и оставшиеся субъекты тоже выступают с такой инициативой. Более того, даже не только субъекты из КФО. То есть и другие, можно мы тоже туда подключимся, потому что проблема действительно она сложная и многолетняя проблема. После протокольной встречи Сергей Назаров с главой республики провели расширенное заседание с правительством, главами муниципалитетов, руководителями судебных приставов, энергетических и жилищно-коммунальных компаний. Особое внимание было уделено вопросам устранения всех проблемных ситуаций, которые негативно влияют на реализацию пилотного проекта по развитию предприятий энергетики и ЖКХ. Говорили на встрече и о создании платформы для учета и контроля потребления коммунальных услуг. Ростелекомом создан для этих целей единый платежный документ по газу, воде и электроэнергии, который позволит корректно работать с потребителями. За декабрь было выпущено 26 тысяч таких документов, хотя абонентов в республике в разы больше. Абонентская служба на сегодняшний день единого оператора в этой системе пока никак, я так понимаю, не работает. Значит, и это говорит о многом, что фактически работа эта не ведется по выверке базы, по работе в этой базе. А это одна из, наверное, основных составляющих той проблемы, которая у нас на сегодня существует. Это платежи населения. План пилотного проекта на 2024 год состоял в том, чтобы достигнуть отметки в 77% по собираемости абонентских средств за коммунальные услуги. Собрали же 46%. А это источник, который фактически заложен в тарифах на всю модернизацию системы водоснабжения в рамках инвестиционных и производственных программ, которые выполнить будут просто невозможно. Мы уже обсуждали не раз эту проблему, что нам нужно здесь принять какие-то, будем так говорить, какие-то нетривиальные меры для того, чтобы начать повышать уровень дисциплины, формировать эту, будем так говорить, привычку, что люди должны платить и взамен, конечно, им предоставлять качественную услугу. Сергей Назаров предложил всем ответственным органам провести мероприятия по ликвидации задолженности у населения, проводить беседы и повышать платежную дисциплину жителей региона, а взамен оказывать качественные услуги. Руководитель единого оператора по водоснабжению и водоотведению Муса Курсаев отметил, что подобные мероприятия проводятся ежемесячно. Сход граждан был в Кантышеве, сход граждан был и в Далакове. Я имею в виду, мы разговариваем с народом, мы не бездействуем, но тем не менее, вот в один момент вот такого вот изменения наблюдать мы не можем. На совещании предложили дела тех, кто не платит, передавать в правоохранительные органы, замораживать счета через судебных приставов. Но и тут из-за отсутствия корректной базы данных вопрос встает остро. Тут тоже есть сложность в том, что ровно половина, 50% из тех выписок, которые мы получили, они, грубо говоря, пустые. Или неполные данные, паспортные данные, или, одним словом, даже вот подготовить исковое заявление по абоненту, этот документ, получается, он необходим. Сергей Назаров предложил начать решать проблемы совместно, подключая все органы власти. Помимо задолженности в республике актуальные проблемы хищения энергоресурсов. За потери электроэнергии отчитался исполняющий обязанности директора филиала Россети Северно-Кавказ Ингушэнерго Рашид Барахоев. В этом году совместно с сотрудниками правоохранительных органов им удалось в разы снизить этот показатель. За 4-й квартал 2024 года нами были проведены совместно с правоохранительными органами мероприятия по выявлению пресечения маленьких ферм.
выявили и изъяли около 600 майнинг ферм и составили акты более 200 миллионов рублей. То есть эта работа у нас правоохранительными органами проводится. Если при обычной жизни без майнинг ферм у нас, конечно же, идет снижение потерь, у нас идет увеличение роста полезного отпуска. За 2024 год мы открыли 1840 лицевых счетов и легализовали более 200 юридических лиц. Сергей Назаров предложил энергетикам, газовикам и службе по водоснабжению работать совместно, так как потребители у них одни и те же. Махмуд Али Калиматов поддержал инициативу заместителя министра и поручил всем ответственным органам совместно работать над улучшением платежной дисциплины населения. Глава Ингушетии подчеркнул, что без согласованных усилий реализовать пилотный проект будет сложно. Он отметил, что без поступления средств в полном объеме от абонентов невозможно будет обслуживать сети газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. В свою очередь он получил повысить качество коммунальных услуг, чтобы жители республики понимали, за что они платят. Давайте населенный пункт. Где самое плохое? Вот где у вас не платят? Вы можете подойти. А знаете, почему не платят? Потому что оголенные провода, значит, как только первые капли дождя, уже света нет. Вы уж говорите об этом. И посмотрите, и сопоставьте, где у вас качественные есть оборудование, трансформаторы, и разбейте их. Скажите, вот, товарищи, мы вам все сделали здесь, у вас и трансформатор, и провода, и все нормально. Давайте двустороннее будет это движение. Успешная реализация предложенных мероприятий может не только улучшить качество жизни населения республики, но и создать основу для дальнейшего экономического роста региона. Таким образом, совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят добиться положительных изменений в сфере энергетики и ЖКХ, что в конечном итоге скажется на благосостоянии населения Ингушетии. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.